не имея возможности контролировать ингушей. Со второй половины XIX века российская власть начинает ассимиляцию через приписывание ингушей к чеченам. Почему чечены и ингуши два абсолютно разных народа? И никогда не могли быть одним народом. А даты кавказских горцев Ф. и Леонтовича, 1883 год. Происхождение чеченцев. Богатая плоскость, простирающаяся от северного склона Дагестанских гор до Сунжи. Не так давно еще представляла вид дремучего непроходимого леса, где рыскали одни дикие звери, не встречая нигде следа человеческого. Тому назад столетия два. Не более. Несколько горских семейств из племени Начихой, стесненные на своих прежних местах жительства, спустились с гор Ичкерии и, следуя по течению вод, поселились в теперешней Чечне, на плодородных полях, выходящих местами по Аргуну, Шавнану и другим притокам Сунжи. При звании князей Турловых долго страдали чеченцы, не умея принять мер для своей защиты. Богатство их привлекало хищников. Слабость и беспорядок не давали им возможности отражать успешно нападение. Наконец они положили призвать к себе сильного и храброго князя и поручить ему восстановить порядок и защитить их от врагов. Таким образом поселилась в Чечне славная семья князей Турловых, призванных из Гумбита. Турловы пришли с гор многочисленную дружину, всегда готовой идти за ними в битву. И по первому приказу затушить семена бунта и неповиновения, могущие возникать в самой Чечне. Изгнание Турловых. Власть княжеская, которой они сами добровольно подчинились несколько десятилетий тому назад, показалась им тяжелым ярмом, когда они почувствовали себя в силах с успехом противиться своим врагам. Нужда миновалась. Исчезла с нею вместе подчиненность и повиновение, оказываемые князьям. И Турловы, не находя более в Чечне ни уважения, ни послушания, к которому привыкли, покинули неблагодарных. После этого была снова матушка Россия, как в старые добрые времена. Челобитной 1567 года. Ших Мурзы Окотского. Правление Шамиля. В начале 1840 года чеченцы отложились от русских и призвали к себе Шамиля, постигая хорошо народ, с которым он имел дело, зная дух, непостоянство и своеволие — отличительные черты народного характера чеченцев. Шамиль не вдруг согласился приехать в Чечню. С того же времени ичкеринцы, кочелыковцы, мичиковцы, собственно, так называемые чеченцы, шатоевцы, шубутовцы, чеберлоевцы и другие соседние с ними мелкие общества, признав над собой власть Шамиля, вместе с введением гражданского устройства, по необходимости приняли и шариат. И только галашевцы, галгаевцы, карабулаки и кисты, как независимые общества, ни от русского правительства, ни от Шамиля, следуют во всем адату. И далее в этой книге идет сравнение чеченов и тех, кого российская власть приписала к чеченам, а именно ингушовские общества. Разделение чеченского племени на сословия, включая и крепостной класс людей. Все чеченское племя делится на вольных людей и на рабов или лаев. Собственно, в Чечне крепостного сословия не имеется. В оставшихся же нам верными теречных и сунжинских деревнях, Старом и Новом Юрте и Брагунах, существуют князья и чигары, принадлежащие к крепостному сословию. Духовенство составляет особый класс в народе. Право и обязанности каждого класса и отношение одного сословия к другому. Отношение лая к своему господину есть то безусловное рабство, которое существовало в древнем мире.
Лай или холоп понимается не членом общества, а вещью своего хозяина, имеющего над ним полную власть. Лай может быть продан, лишен жизни по воле своего господина, приобретенной им собственностью. Он владеет до тех пор, пока господин не вздумает себе ее присвоить. Как скоро лай отпущен на волю, то называется азатом и вступает в новый класс людей. Дети отпущенника пользуются всеми правами коренных чеченцев. Далее в 3 главе перечисляются ингушовские общества, абадате или суде, по обычаям кавказских горцев, Владикавказского округа, чеченских обществ, Джейрах, Кистин, Галгаев, Цоров, Ингуш и Карабулак. Разделение обществ на сословия. Народы чеченского племени, живущие на северной покатости Кавказского хребта, вдоль правого берега Терека, до равнин Малой Кабарды. Суть: Джейрахи, Кисты, Галгаи, Цоры, Назрановцы или ингуши и Карабулаки. Народы чеченского племени не разделяются на сословия, а все они состоят из одного только сословия — вольных людей, из коих ни одна фамилия не имеет никакого преимущества перед другими. Абадате и судье по адату. У народов чеченского племени судьи килохой выбираются из посторонних, почетных людей, и каждая из противных партий выставляет на суде равное число судей, смотря по важности дела, от 1 до 5. Никогда рабовладельческий или феодальный строй не может дать начало демократии без вооруженного мятежа, тогда как демократия может скатиться в диктатуру. Поэтому галгаи не могли никогда быть снохчи в одной стране. Свобода — хрупкая вещь, и до ее исчезновения не может пройти более 1 поколения. Оно не принадлежит нам по наследству. За него должно постоянно бороться и защищать каждое поколение. В мире есть такие народы, которые были свободными, но потеряли свободу, и она никогда к ним не вернулась. Рональд Рейган.